Еще в начале большой финансовой планерки первый вице-премьер правительства Коми предупредила, что хотела бы услышать от профильных министерств конкретные шаги по достижению озвученных главой целей и приступить к работе над ошибками. В прошлом году, несмотря на сложности, вместе удалось стабилизировать основные макроэкономические показатели. Ценен и тот факт, что впервые за 7 лет удалось добиться бюджетной безопасности региона. Он исполнен с профицитом. Сейчас же региону нужны дополнительные 5 миллиардов рублей в связи с повышением МРОТ, а также исполнение решений Конституционного суда, которым определено, что районный коэффициент и процентная надбавка отныне должны начисляться сверх минимального размера оплаты труда. У нас очень существенный перекос в структуре расходов, которая у нас начинает именно огромный объем средств у нас уходит на фонд оплаты труда. И, конечно, сейчас становится очень важным, уже Лариса Владимировна отметила, это вопросы нормирования труда, возможности централизации возможных услуг, а также аутсорсинг отдельных видов работ в бюджетном секторе. Достаточно работы по-прежнему в тотальной инвентаризации имущественного комплекса. Фактически муниципалитеты и республика теряют прямые доходы в виде поступления налогов на пустом месте. Например, Усинск. Там усиленно кадастрируют муниципальное имущество, а рядом стоят коммерческие комплексы, которые этакой проверкой совершенно не охвачены. С земельными участками дела еще хуже. Количество земельных участков, учтенных в ЕГРН, с установленными границами. План у нас был 53%, факт 36,7%. В среднем это значительно ниже, чем в Российской Федерации. О чем это говорит? О том, что у нас на публичной кадастровой карте очень много белых пятен. И очень много земельных участков не стоит на кадастровом учете. Нерасторопность специалистов на местах министр Сажин отметил и, например, в получении адреса. Процедура растягивается порой до 19 дней. Такого качества государственные услуги зачастую становятся и тормозом для развития малого бизнеса. А ведь малый и средний бизнес – это чуть ли не главная движущая сила экономического прорыва, обозначенного президентом. Коллеги, нету внимания. Вот, например, Сосногорск. Недавно на личном приеме был один из предпринимателей, который не занимается торгово-закупочной деятельностью, он занимается производством. Мы с вами говорили уже несколько лет, давайте создадим реестр имущественного комплекса, который бы позволил малому и среднему бизнесу практически брать этот имущественный комплекс на первых порах для производства и развития, на территории МО, на территории региона, то есть государственной собственности. До сих пор мы этого не увидели. Уровень развития предпринимательства в Коми недостаточен, особенно в производственной сфере, всего 11%. В связи с сокращением федерального софинансирования акцент ставится на эффективности использования бюджетных средств. С 2017 года начали уход от грантов. В 2018 году начата реализация нового комплексного проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Коми. Сейчас министерством прорабатываются вопросы интеграции муниципалитетов в общую сервисную модель поддержки малого и среднего предпринимательства через включение и реализацию мероприятий в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов Республики Коми» и иных документов. В помощь предпринимателям также запланировано развитие сети МФЦ. Это в том числе открытие новых центров в каждом муниципалитете, ориентированных на предоставление услуг и мер поддержки именно предпринимателям и тем, кто еще только планирует заняться собственным делом. Константин Куратов, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.